Налоговые льготы для предпринимателей, установленные из-за пандемии в прошлом году, могут сохраниться. В Госсовете на профильном комитете обсудили новый законопроект. Он предполагает ряд преференций для бизнесменов и некоммерческих предприятий. Среди послаблений – пониженные ставки налога на имущество. Было очень много обращений от предпринимателей, общественников в Государственный совет. Была проделана большая работа с Минфином, с Минэком, с правительством, с общественниками, опять же. И было принято решение ряд налоговых льгот вернуть. Так, налог на имущество с 2021 года он будет пересчитан людям. С 1 января он будет введен 2021 года. Уменьшен с 2 до 1, но и постепенно будет подниматься. В 2022 году это будет 1,3, в 2023 году это будет 1,7. Льготы по налогам на прибыль и на имущество ведут и для участников специальных инвестиционных контрактов. Послабление будет направлено на то, чтобы привлечь инвесторов в Коми. Также минимальные ставки по упрощенной системе налогообложения разработали для учреждений доп. Образований, спортивных и предоставляющих социальные услуги. Воспользоваться выгодными условиями могут и бизнесмены-ремесленники, резиденты арктической зоны. Законопроектом предлагается установить для названных категорий налогоплательщиков минимальные налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения. 1%, если объектом налогообложения являются доходы, и 5%, если объектом налогообложения доходы минус расходы. Налоговые послабления затронут около 140 предпринимателей и организаций. Как отметили в Госсовете, в дальнейшем работа по разработке мер поддержки бизнеса продолжится.